Бро, смешно. Всем привет, меня зовут Настя, и мне 25. Меня зовут Лера, мне 25. Меня зовут Дина, мне 26. Меня зовут Айжан, мне 26 лет. Сегодня в выпуске мы решили узнать, что скрывают женщины, а кто об этом знает лучше, чем они сами. Если найду что-нибудь. Ну, постараемся раскрыть что-нибудь, но не все. Да, простите меня, девчат. Да, поехали. Женские штучки. В этом раунде девушки расскажут нам 5 женских хитростей. О, это пипец сложно. У меня с этим плохо. Нужно думать именно, чтобы не обиделся. Не знаю, я об этом не думаю. Ну, просто если нужно отшить, то надо отшить и все. Ну, зачем думать о его эмоциях, если тебе этот парень не нравится, раз ты его отшиваешь? Очень сложный вопрос. Ну, просто напрямую сказать, что, сори, но ты не в моем вкусе, или ты мне не интересен. Извини. Но я не тот человек, с которым ты построишь отношения. Черт, реально сложный вопрос. Ну, мне кажется, в нашей якутской среде сейчас можно сказать, что я уже замужем. Девушек уважают в какой-то степени, и если она уже, имеет партнера, то, я думаю, они не будут приставать, если честно. Обычно я игнорила, просто переставала общаться. Да, это ужасно. Ой, блин, мне сейчас так стыдно. Не смотри на меня-то. Обуви? Одежды? А все ответили на этот вопрос? Честно, я не задумывалась об этом. Да я не знаю, больше, чем у обычных якутов, допустим, да? Вырезайте этот момент. Примерно, господи, я не знаю. А стандартный европейский размер давайте возьмем. Размер не имеет значения. Главное, объем, обхват. Мне кажется, меньше 11 или 10 это, как-то не очень. Но все равно есть секс-игрушки, так что это не проблема. Размер влагалища где-то 18 сантиметров. Не больше этого. Отвечать, да? Показать? Я правильно понимаю, да, вопрос? Вы об этом? Где-то, я не знаю, где-то так. Можно к следующему вопросу перейдем? Хороший вопрос. Потому что иногда в туалетах нету замка. В школах никогда не было замков. Иногда ты просишь у девочки прокладку, потому что у тебя нету, и вы идете вместе. Мне так удобно. Серьезно, просто, я не знаю, я не могу одна ходить. Если мы в каком-то заведении, я не пойду одна в туалет. Это просто, впитывается с молоком матери. Просто чтобы скучно не было, наверное. Во-первых, это удобно. Есть человек, который может подержать твою сумочку лето где-нибудь в деревне, где-нибудь в районе 10 часов вечера, то это, во-первых, безопасно. Но, если честно, ни разу еще не ходила подле особо. Потому что я сама всегда тоже хотела, чтобы у меня партнер был вообще старше меня чуть ли не на 10 лет. Но может это зависит как-то психологически. Я просто читала про это, то, что если, например, у девушки не было, может быть, отца или какой-то отцовской любви, это может послужить одной из причин. Мне казалось, что я намного взрослее, чем ребята, которые мои ровесники. Особенно, когда это подростковый возраст, когда ты такой о высокодуховном хочешь поговорить о книге, а они там орут, кто последний, тот и оборотень. Девушки любят ответственных людей. Просто мужчины постарше, они более зрелые, более готовы к серьезным отношениям. Это... Девушкам нужно дарить цветы, нужно. Это приятно. В первую очередь, это знак внимания. А я не понимаю мужчин, которые зачем тебе цветы, они же все равно умирают. Это же красиво, и это дает тебе настроение. В первый-то день они тебя порадуют, и во второй день могут порадовать, если правильно ухаживать. Окей, да, есть дорогие букеты, но лично я рада даже одной розе, а роза стоит 200-300 рублей. Это недорого. Мы, конечно, любим ушами, но поступки говорят намного
намного ярче этих слов. В любом случае, ты потратишь время, выберешь цветы, и это уже дает какой-то... Вот, человек подумал о тебе. Это же реально мелочь, но они приятные, они существенные, они как фундамент строят свои отношения, а парни это не понимают. Почему, я не знаю. Я помню, что я сказала своему парню, даже обидела его, возможно, на первых свиданиях, тем, что он подарил мне цветы. Ну, дарил цветы несколько раз. Я сказала, что это не обязательно. Я считаю, что цветы не важны в отношениях. Важен, как сказать, внимание. Вот и все. Разрушители мифов. В этом раунде им нужно либо подтвердить, либо опровергнуть факт о девушках. Не все. Ну, наверное, да. Ну, то чтобы миф. А не так, чтобы там все было там позолочено и так далее. Я приехала там на лимузине 2020 года, да. Ну, просто чтобы это был праздник, прям праздник, наверное, да. Нам просто с детства втирают: прекрасная свадьба, ты принцесса, у тебя будет платье. И, конечно, сейчас я понимаю, что это бред. Я бы хотела скромную свадьбу, где будут только мои близкие, не все родственники. Чтобы этот праздник был только для нас, где-нибудь на берегу Италии. Я раньше хотела. Вот, кстати, если бы я вышла замуж в студенчестве, я бы, наверное, отыграла свадьбу в 300-400 человек. Сейчас я понимаю то, что свадьба такого формата мне вообще никак не нравится. Я бы была бы рада вот такой маленькой свадьбе, где было бы 50-70 человек всего. Ну, это мало, потому что у меня много родственников. Для меня это супер мало, 50-70 человек, если что. Но у меня казахские родственники, как бы. Точно нет. Вот у меня была она совсем простая, мы просто пошли расписались, и даже фоток нет. А лучше эти деньги потратить на ремонт, там, не знаю, или съездить куда-нибудь, было бы намного круче. Блин, это же настолько индивидуально. Но это как-то же привлекает. Ну, они же нравятся чем-то. Не знаю. Прям смотришь, думаешь, блин, ну последнее говно, но нравится. Не все, но большинство, потому что, опять же, нам всегда показывали фильмы, книги, что вот плохиш, а девчонка такая хорошая, умница, отличница, и она помогает ему, она его вытягивает, и мы все, ну, как бы мы, да, ну, я тоже так думала, я всегда хотела как-то подсознательно спасти человека, типа, я смогу, ла-ла-ла, но это вообще бред. Никогда не привлекали плохие парни, потому что это какая-то, получается, что у тебя стокгольмский синдром какой-то получается, потому что, ну, зачем жить с плохим человеком? Вот и все, у тебя будут плохие отношения. В первую очередь, девушек, мне кажется, привлекает харизма молодого человека. Плохие парни — это больше стереотип девчонок помладше, ну, школьниц, что вот, нравятся бэдбои. Миф, ты что? Отстойный вопрос. Нет, вообще, бред. Красота, мне кажется, особо здесь не имеет никакой роли. Мне лично интересно наблюдать за эстетикой, и для меня как-то не важно, человек красивее или менее симпатичнее, чем я. Ну, самая привлекательная в порно — это девушка, даже для девушки, к сожалению. Или к счастью, не знаю. Не знаю, я не знаю. Наверное, нет. Я не смотрю порно просто. Насчет порно еще вообще такой, не знаю, сколько я смотрела, мне ничего не понравилось. Потому что они сразу начинают с действия, и я вообще не вникаю в смысл. Типа, мне нужно прочувствовать героя, мне нужно понять, что они испытывают друг друга, а тут бац, и все сразу начинается, мне вообще не нравится, меня это вообще не заводит. Да. Эта сучка хочет денег. А кому они не нужны? Да нет. Почему-то меркантильность всегда привязывают к девушкам. Кто-то, кому-то может, да, кому-то нет. Мне нет. Ну, нет, конечно, естественно, нет. Скорее даже не деньги важны. Девушкам нравятся парни, которые успешные, грубо говоря. Ну, они должны видеть, что они горят, что они что-то делают, что они что-то хотят. Ну вот, если девушка уйдет в декрет, кто тогда будет зарабатывать? Мне кажется, должно работать и с двух сторон. И парни должны понимать, каких девушек они берут замуж. 50 на 50. В плане отношений деньги не главное. Главное — любовь. Девушка должна надеяться в первую очередь только на себя. 50 на 50. Да. Ну, возможно, даже, да. Это миф. Ну, иногда хочется почувствовать себя красивым, умелым, проверить свои возможности. Ну вот, не знаю, опять же,
так и рождаются, наверное. Но это просто обычно. Но это не является каким-то легким поведением, мне кажется. Это обычное общение. Это не всегда для того, чтобы списаться с каким-нибудь парнем или втайне якобы выстраивать отношения. Нет, это средство коммуникации, мне кажется, и это не стоит расценивать как измену. Поскольку, мне кажется, если человек находится в отношениях, он доверяет своему партнеру, он не посмотрит на другого человека. По крайней мере, я сужу по себе. 50 на 50. А он не знает ничего. В этом раунде им нужно рассказать о намеке, который не понял мужчина. Короче, цветы. Ну, те же самые цветы. Я прямым текстом своему молодому человеку говорит, что я хочу цветы. Я там, не знаю, какие-то намеки делала. Отправляла скрины в Инстаграм или WhatsApp. Вот фильм идет, вау, как приятно, и показывает, типа, вон, смотри, он ей цветы подарил, еще что-то такое. Получала в ответ какие-нибудь смайлики, эмодзи, и все. Когда я ему прямым текстом говорю, типа, я хочу цветы, он такой, а это что такое? Я не понимаю. Аргумент то, что цветы вянут очень быстро, ну, Но он принципиально уже, кажется, не хочет дарить цветы. девочкам важно и очень приятно получать цветы, и важно понимать эти намеки. Я хочу без повода, чтобы он сам захотел подарить мне цветы, а не я, чтобы заставила. Но со мной это не сработало. Я не намекаю вообще, не имею привычки намекать. Лучше прямо об этом сказать, чтобы не свои нервы не тратить. Ну, господи, что с моих намеков вообще придет? Меня однажды утащили в клуб, ну, подруги, конечно, имеется в виду. И вот я там сижу, смотрю, как они танцуют, жду, когда мы уйдем. Подсаживаются ко мне, значит, мужчины там и начинают что-то говорить. И я тогда была совсем не в настроении и просто вообще молчу и не отвечаю. Как бы понятно же, да, что я не хочу общаться. А этот человек, наверное, еще полчаса до меня докапывался. Ну что ты, может, ответишь? Так, с мужем такого нету. У нас, в принципе, все с полуслова. Мы собрали секс-символов разных поколений, а девушкам придется выбрать всего одного в нашем финальном раунде. Ты видишь его работы очень сильные. Как сказать? Стереотип, то, что он секс-символ. А кто это? А кто это? Я даже не знаю. Это советский, я знаю, но не в моем вкусе. Ну, мне нравится только вот это время. Тяу-тяу-тяу-тяу. Ой, извините. Охота так что-то узнать, что он там говорит. Но у него были шансы, Но Ну ничего страшного. Этот типаж, сразу говорю, что это непривлекательно вообще. сколько метров над уровнем неба? Самый тупейший фильм вообще. Ну, да. Я выбираю Марию. Но это не потому, что он бэтбой. Просто нравится типаж. Лео. Ну, получается, из всего этого. О, господи, нет. Все странные мужчины, я выбираю Леонардо Ди Каприо. Где он? Всем пока. Всем спасибо. Всех с наступающим. Желаю вам исполнения всех ваших заветных желаний. Надеюсь, мы в следующем году не будем перекладывать ответственность на коронавирус и на прочее, и будем просто сами развиваться и делать, несмотря ни на что, все, что мы хотим. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, ставьте на колокольчик. Я пеку самый лучший и самый вкусный эклер в городе Якутске. Переснимем? Ребята, до 30 тысяч на канале осталось совсем немного, поэтому подписывайтесь. Спасибо вам большое за поддержку. С наступающим вас Новым годом!